В Ингушетии сейчас нет легитимного духовного управления мусульман. Оно существует только на бумаге. Такое мнение выразил в ходе встречи с главой Ингушетии муфтий, председатель Духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Абдулла Хаджи Кифах, ставший почетным гостем прошедшего в республике шатра Рамадана. Встреча состоялась с участием заместителей муфтия Волгоградской области шейхом Валид Хусейном Аль-Шариф, Хусейном Арабхановым, Абдуллой Хаджи Бидери и Ахмедом Эльжаркиевым. Глава республики выразил благодарность делегации Дум Волгоградской области за визит в Ингушетию и участие в шатре Рамадана. Юнусбек Кивкуров уточнил, что акция была благотворительной, организованной на личные пожертвования меценатов и с участием волонтеров. Вам особо спасибо, что вы приехали, почтили наше мероприятие. И, конечно, вам большой салам маршал. И в Нальчике, и в Волгограде. У нас хорошая там наша община. Ну, в Нальчике мы не считаем, что у нас там есть община. Наши там живут и как свои. Ну, и в Волгограде тоже. Но Волгоград подальше, поэтому там такая община крупная. И наши представители у вас там работают, находятся вместе с вами. И Миржоев, Герахан, наши представители. Да, там очень хороший парень. Бата Абдулла Хаджи Кифах отметил, что вайнахская диаспора в Волгоградской области представлена очень хорошо. Ингуши и чеченцы активно участвуют в общественных мероприятиях, живут дружно, помогают друг другу. Гость озвучил ряд проектов, которые можно будет реализовать совместно с богословами обоих регионов. Речь шла о мусульманских форумах, обмене опытом имамов и проведении обучающих семинаров. В Ингушетии нету такой легитимной какое действительно духовное управление, ну, практически только на бумаге, потому что мы видим, они сами себя изолировали от исламского ума, который в России, потому что все осуждают, особенно в последнем высказывании, которое было. Это как считается, это как бы фетва. Фетва, это, вот из-за таких вложенных фетвы ученых вот на мою историческую родину в Сирии и кровопролитие происходит, разруха и так далее. И вот таких вещах это недопустимо, даже если человек ошибается. Ислам, если человек он где-то ошибается, если правитель ошибается, мы должны его советовать. Умар ибн Хаттаб, второй халиф, сподвижник пророка, когда халифом стал, он, когда стал правителем, он говорит: если я ошибаюсь, исправьте меня, пожалуйста. Даже одна бабушка, я буду исправлять, даже палку буду. Я говорю: я согласен. И, значит, правителю нужно не критиковать, а поддерживать. Советом надо. А если, я вот до этого общался, когда в мечети на Жума были, есть правители, которые недоступны, им тяжело, доступ к ним очень тяжелый. Настолько я видел, не такой тяжелый доступ к вам. И общение идет, и окружение, которое есть, это хорошее, это слышал, и мне это очень приятно. Всегда справедливый правитель, где он ни был в мире, вызывает у мусульман восхищение и вот такой доброты души. И хотел бы еще раз, чтобы Всевышний вам дал поддержку, и чтобы вы были таким, иншаллах, правителем. Это испытание и для вас, и для народа. Действительно, мы переживаем, что от нас зависит тоже какие-то лепту, которые можем действительно внести мир в эти республики, иншаллах. Это тоже мы готовы. Я думаю, скоро что-то сформируется на религиозном плане, для того, чтобы в дальнейшем мы можем работать, общаться с имамами, делать какие-то там обмен. К нам приезжали в регион, где-то там проповеди делали, какие-то там практику проходили.